С 1 июня кризисный центр семейного типа официально перешел под контроль государства и встал на баланс Министерства социального обеспечения. Но принципы его работы не изменились. Единственное изменение, которое ощутили сотрудницы и воспитанники, это появление постоянного бюджета и уверенности в завтрашнем дне. Кардинально наша жизнь в доме, она не изменилась, но мы теперь государственное учреждение и понимаем, что у нас есть стабильность и в первую очередь поддержка от государства. То есть если раньше это были какие-то частные пожертвования, мы работали под крылом частных организаций, то сейчас наших детей непосредственно защищает государство. То есть вам не приходится искать какие-то дополнительные средства для того, чтобы содержать детей? У вас всегда есть какой-то бюджет, на который вы можете рассчитывать? Да, у нас есть бюджет, и более того, в августе мы будем разрабатывать бюджет на 2027 год. Сейчас в доме живут 15 детей в возрасте от 2 до 16 лет. Для каждого из них стараются создать максимально комфортные бытовые условия и составить индивидуальный рацион, исходя из вкусов и особенностей здоровья. Ну, у нас есть меню, которое мы периодически меняем, разрабатываем с нашим поваром. Не всегда мы придерживаемся этого меню, потому что бывают разные ситуации. И учитывая, что у нас 15 детей, у всех вкусовые потребности разные. В общем, кто-то ест мясо, кто-то не ест мясо, кому-то можно красное, кому-то нельзя красное, ну там аллергия у кого-то. Поэтому мы стараемся как-то вот, наш повар, исходя из нужд детей, она вот готовит необходимую еду, старается лавировать и сделать так, чтобы самое главное всем было вкусно. Но с учетом того, что дети все съедают, мы довольны работой нашего повара на сегодняшний день. В этом плане тоже были большие сложности, потому что это 5-й повар с момента, как мы открыли кризисный центр. Главной проблемой центра остается кадровый вопрос. Учреждению регулярно требуются социальные воспитатели и няни. Работа суточная, эмоционально непростая, поэтому многие сотрудники быстро выгорают или выбирают сезонную подработку. На смене 2 педагога, и они сутки через двое работают. То есть через каждые 2 суток они могут выходить на смену. Но так как у нас людей мало, бывает реже приходится выходить, у кого-то наоборот большой перерыв в работе. Мы тоже здесь стараемся подстраиваться под тех людей, которые здесь сейчас работают, потому что многие совмещают. То есть это их 2-я работа, у кого-то даже 3-я работа. Поэтому сложно найти людей, которые вообще ничем не занимаются, и чтобы они работали как полагается, вот как нам нужно в первую очередь. Несмотря на статус социального учреждения, распорядок жизни воспитанников стараются не ограничивать. Подростки свободно выходят в город, работают и гуляют с друзьями, а младшие посещают кружки, секции логопедов и психологов. Это расписание наших детей, кто куда ходит, вот дни недели, и наши дети, которые сейчас заняты, вот у них, как видите, очень все расписано такое. Мы, в общем-то, не отличаемся от обычной многодетной семьи. Все наши дети имеют возможность выходить из кризисного центра. У старших вообще полная свобода. Они у нас работают, они ходят на занятия, они сами себе придумывают свой досуг, они выходят на прогулки с друзьями. То есть в этом плане у нас, важно понимать, не закрытое учреждение, оно открыто. В двухэтажном доме расположены 4 полноценные спальни, игровая комната и досуговый зал с экраном для совместных просмотров фильмов. В быту дети учатся самостоятельности и помогают ухаживать за домом и прилегающим двором. Работа нелегкая, скажу сразу, но очень, во-первых, у нас сплоченный, хороший коллектив. Нравится тем, что, знаете, вот мы не безразличны к судьбе каждого ребенка, и мы очень сильно к ним вот привязываемся. Конечно, есть сложности и в поведении, как у всех детей, наверное, как в любой большой семье. Замена семейного тепла и уюта для детей, попавших в сложную жизненную ситуацию, требует от персонала полной отдачи. Воспитатели сопровождают ребят в школы, больницы, развивающие центры и организуют их досуг. Проводим беседы, узнаем о их желаниях. Иногда даже делаем какие-то маленькие подарочки для них. Кто-то от себя, кто-то... Вообще организация «Панорама», очень много подарков на Новый год,
на день рождения. Вот был сбор недавно, мальчик получил велосипед. Это была его большая мечта. Он так постоянно ходил. Ну, наверное, я не получу велосипед. Один получил, а второму тоже захотелось. И очень грустил. И когда он вот свой подарок, то есть вручили ему подарок, он был счастлив. Так что это очень важно, не знаю. Это много значит для этих детей. Вам нравится ваша работа? Ну, когда я устаю, я думаю, что все, я должна уйти. Но так в целом да, потому что мне кажется, что за целый день я кому-то улыбнулась, кого-то обняла. Мне кажется, я не совсем плохо провела день, и это, думаю, да. Государственная поддержка стала для центра надежным фундаментом, но главное здесь по-прежнему делают люди. Сейчас дому остро требуются педагоги и социальные воспитатели, готовы работать по графику сутки через двое. Ведь финансовая стабильность у центра теперь есть, а вот заботы, внимания и теплых рук для 15 ребят много не бывает. Марианна Котова, Владимир Капуза, Абаза ТВ.